Приоритетные задачи, которые глава Ингушетии ставит перед Минтрудом региона – улучшение качества жизни населения, социальная стабильность и создание условий для обслуживания отдельной категории граждан. Махмуд Али Калиматов всегда отмечает, что для региона важно заботиться о пожилых людях. Так, современные условия появились в доме ветеранов селения Сурхахи. В этом году здесь торжественно открыли новый корпус. Кабинеты ЛФК, отдыха, ингаляции, электрофореза, вибромассажа и не только. Если раньше в учреждении могли поправить свое здоровье 30 человек, то сейчас условия здесь позволяют обслужить 100 пациентов. Такие возможности появились благодаря вниманию главы Ингушетии и поддержке федерального центра. За последние 4 года произошло крупное укрепление, усиление нашей социальной защиты в сфере подведомства учреждений. Наш дом ветеранов обзавелся 2 четырехэтажными корпусами. Ранее мы могли принимать всего на стационарное реабилитацию только 30 человек. Сегодня мы уже можем принимать смело 100 человек. Это в современных условиях, соответствующим требованиям. Создание качественных условий для детского оздоровительного отдыха – еще одна приоритетная задача для региона. Завершается масштабная реконструкция горного лагеря Эрзи. Благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с основателем фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым у детей уже скоро появится возможность качественно отдохнуть у себя дома. Ход работ на личном контроле держит Махмуд Али Калиматов. С 15-20 июня мы начнем смену заезда. Значит, в лагере настроен 3-й этаж. В лагере проведен капитальный ремонт бассейна, проведена система водоотведения, водоподведения, полностью очистные сооружения, расширен пищеблок, вся территория соответствует требованиям антитеррора, видеонаблюдение, новая мебель, абсолютно все, новые условия. Поэтому лагерь, как я сказал, будет флагманом отдыха в республике, но и в СКФО. Еще одно социальное учреждение, благодаря вниманию главы Ингушетии, отвечает всем государственным стандартам. Троицкий дом-интернат «Забота» также находится под ведомством Минтруда региона, как и лагерь Эрзи. Рабочие полностью отремонтировали корпус с палатами, кабинеты для медработников, пищеблок, складские помещения и прачечные. Там второй спальный корпус нуждался в проведении капитального ремонта. Денег у государства и республиканского бюджета на эти цели не было. Мы его содержали, подводили к тому, что не было отрицательного заключения со стороны санэпидемнадзора, со стороны МЧС. Но это все были временные меры. Капитальный ремонт проведен, опять же, при помощи фонда «Сафмар». Участие свое, конечно, глава принял. Он посетил с момента вступления в должности нашей подведомственного учреждения, видел проблемы, видел пути решения. И за короткий период смог оказать нам помощь. Внимание уделяют и тем жителям республики, которые ухаживают за своими родственниками с ограниченными возможностями здоровья. В Минтруде запустили новое направление – система долговременного ухода. Работа активно ведется. Если в семье есть инвалид первой группы, который нуждается в постоянном уходе, то один из родственников может взять на себя эти функции и получать со стороны государства как заработную плату. Он заключает с нами контракт, проходит обучение. После обучения, это медицинское обучение минимальное, заключает с нами контракт, и он получает ежемесячно средства за то, что ухаживает за своим родственником. Если в этом году в республике выделено было всего 200 мест, то есть только 200 инвалидов первой группы мы могли на такую систему долговременного ухода взять, то после соответствующей работы с Минтрудом России, после того, как мы довели цифры, что у нас более 5000 инвалидов первой группы, нам идут навстречу, и количество будет увеличено минимум 2 раза. Работа по улучшению качества жизни в Ингушетии будет продолжена. По поручению главы республики необходимое содействие в рамках закона будет оказано каждому, кто должен получить социальную помощь и поддержку. Рина Цычоева, Али Зязиков, Магаз 24.